Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее понимать друг друга с полуслова, с полужеста? Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». Итак, мы рады приветствовать наших участников. Сегодня вместе с нами играют учителя против школьников. Мы рады пригласить в нашу студию команду учителей. Это Святослав Николаев, учитель истории Табагинской средней школы, Александр Третьяков, учитель истории Жатайской средней школы, и Анжелика Джуалова, педагог-организатор Саха-политехнического лицея города Якутска. Здравствуйте, друзья! Очень рады вас видеть в нашей студии, таких красивых, молодых, умных, обаятельных. Расскажите, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Итак, наша команда называется «Звезда». Наш девиз «Никогда не падать вниз». «Ура!» Знакомьтесь, Святослав Николаев, учитель истории Табагинской средней школы. И как историк обожает период Средневековья, в частности, эпоху Возрождения. В период летних каникул катается на велосипеде, встречается с друзьями. Он поет, играет на гитаре. А совсем недавно Святослав поступил в магистратуру горного института. И теперь он будет изучать, как строится здание и что для этого нужно. Абсолютно новое направление для Святослава, чему он крайне рад. Некоторые называют Анжелику Джуалову Анжелиной Джоли. И не только из-за похожего имени, а потому, что она довольно-таки известная в городе личность. Ее знают как активистку, аниматора, режиссера и просто очень активного и веселого человека. Ни один праздник в городе не проходит без ее участия. Сегодня Анжелика работает педагогом-организатором в Саха-политехническом лицее. Она ответственная за все культурные школьные мероприятия, начиная от конкурса красоты и заканчивая ярмарками. Как признается сама Анжелика, она любит делать людям весело. Неудивительно, что девушка прекрасно играет на гитаре и поет. У синего моря. А вы все должны повторять. Да, мы тоже. Раз, два, три. У синего моря. У синего моря, Где бушуют бураны. где бушуют бураны, Жила там девчонка. жила там девчонка С именем странным. с именем странным. И часто бывала. И часто бывало, Она на просторе. она на просторе, В мечтах уплывала. в мечтах уплывала, За синим морем. за синее И море. здесь самое вкусное. Алые паруса. А соль? Алые паруса. Плюс грей. Алые паруса, паруса. А соль плюс грей. Самый серьезный в этой троице Александр Третьяков, учитель истории и обществознания Жатайской средней школы. Помимо работы в школе, активно занимается общественной деятельностью. В плане хобби и увлечений называет себя разносторонним человеком, а еще любит петь строевые песни. Правда, в нашей программе декламировать свое умение наотрез отказался. Больше всего сегодня боится просто впасть в ступор и не ответить на вопрос. Но такого точно не будет, мы вас уверяем. А теперь давайте поприветствуем школьников, смеливших сразиться против учителей. Наши смельчаки – это Владимир Акреев, ученик 10 класса Табагинской средней школы, Александр Васильев, ученик 7 класса, школа номер 5 города Якутска, и Полина Турова, ученица 7 класса, школы номер 5. Здравствуйте, мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Пожалуйста, расскажите, как называется ваша команда и ваш девиз. Здравствуйте. Наша команда называется «Марс». Наш девиз – ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе. Почему Марс? Вот звезда, Марс, какая-то космическая тема у нас сегодня. Не знаю, нам как-то захотелось по-космическому назваться. Мы услышали команду учителей название и решили что-то схожее придумать, возможно. Вот. Президент Табагинской средней школы Владимир Акреев в свободное от учебы время занимается баскетболом, большим теннисом и учится играть на гитаре. Любит гулять с друзьями и готовить. Среди его кулинарных подвигов – десерты из шоколада, а недавно он научился готовить пасту. После 11 класса, в котором сейчас учится Владимир, мечтает попробовать себя в кинорежиссуре. Отличник, олимпиадник Александр Васильев из всех школьных предметов больше всего предпочитает историю и географию. И совсем недавно он принял участие в Олимпиаде по истории, где занял первое место. Помимо учебы, Саша любит кататься на велосипеде и читать книги, особенно фантастику и классику. Полина Турова, как и Александр, учится в 7 классе школы номер 5 города Якутска. Она увлекается стрельбой из лука, английским языком, рисует и читает книги.
Полина тоже отличница и олимпиадница. Обожает изучать английский, который дается ей легко. У семиклассницы боевой характер, и она совсем не боится участвовать в нашей викторине наравне с 11-классником против учителей. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивна, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий, будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начнет первый ход. А первым у нас начинает всегда команда красных. Для этого каждой команде сейчас будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Я думаю, что вы с этим легко справитесь, особенно ребята, поскольку знания еще свежи. Вопросы будут какие? Вопросы будут заданы рандомно по таким школьным предметам, как история, английский, математика, география. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя городских школ, а если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команд вынуждены будут кидать наш красивый и большой кубик, и у кого цифра будет старшим, тот и, собственно, начинает игру первыми, становится командой красных. Итак, начнем. Поскольку мы первыми в эту студию вызвали команду учителей, команду «Звезда», первый вопрос из школьной программы звучит для вас. Внимание на наш экран. Все вы знаете дату начала Второй мировой войны. Это 1 сентября 1939 года. Но ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какая дата считается окончанием Второй мировой войны? Легкий вопрос для историков. 2 сентября 2 сентября 45-го. Ну, у нас историки. Я даже как бы не спорю. Ну Я хорошо, соглашусь. ответ мы принимаем. Давайте сверимся с учителем истории Международной арктической школы. С 2020 года, после указа президента, одобренного в том числе Государственной Думой, датой окончания Второй мировой войны в Российской Федерации считается 3 сентября. 2025 года. Все, Изменения появились. все. А почему так вышло? Переписали. Почему? Переписали. Святослав. А я думаю, из одного. Из-за чего? Ну, Ну, нашли, наверное, какую-то причину. На самом деле... Какой-то документ, официально- может быть, официально был? 2 сентября. Это официально. Считается, международный, да. Это международное. А тут и речь идет о Российской Федерации, Да. которую Ну, приняли, с да?
Да, подвох есть, конечно. С подвохом Да. просто. И с этим можно поспорить. Ну, конечно. Конечно. То, что у нас или весь Я мир, да? гарантирую, можно. А в нашей программе мы не будем спорить с нашим экспертом, Да. поэтому ваш ответ считается неверным. Неверно. Так, второй, еще один вопрос для команды Марс, команды школьников. Внимание на экран. Какая железа человеческого тела отвечает за выработку инсулина? Кто увлекается биологией? Учителя радостно захихикали. Так, ну, ребят, Если нет вариантов, я можно думаю, Владимир, предположить. вы можете только вы в этой ситуации спасти ситуацию, саму ситуацию. Мы, к сожалению, не знаем точно ответ, но можем предположить, что это может быть щитовидная железа. Может предположить. Ага, Просто, да. давайте сверимся с учителем биологии. За выработку инсулина отвечает поджелудочная железа. Вот, поджелудочная, не щитовидная. То есть, так, ответ считается неверным. Второй вопрос для команды учителей. Внимание на экран. Является ли воздух веществом? Мгм. Так, воздух. Так. Это кислород. Взрывоопасно. Нет, ну вещество. Ну, понятно. Ну, это же химия. Ну. Воздух. Да? Ну да, Да. мне кажется, да? Просто ответ да. Давайте, Да, ну давайте вещество. узнаем, верно это или нет. Нет, не является. Ну, Воздух является смесью газов. Ну ничего, да? Так, Плакать не будем. еще один вопрос для команды школьников, для команды Марс. Внимание на экран. Кого называли королевой сердец? Так, надо будет обратить внимание, что этот вопрос задает учитель английского языка, поэтому вопрос соответствующий. Кого называли королевой сердец? Что из истории английского. Королева. И ваш ответ? Елизавета Первая. Елизавета Попробуем, Первая. да. Так, мы Так. ответ ваш принимаем. Давайте сверимся с учителем английского языка Международной арктической школы. Королевой сердец называли принцессу Диану. Логично, логично. А молодежь, может быть, про нее вообще уже не знает, а? Я знаю, это была невестка этой самой королевы Елизаветы II. Да, все Мгм, верно. верно. Все верно. Так, последний вопрос звучит для команды учителей. Внимание на экран. Давайте, давайте. Назовите, пожалуйста, самую молодую букву русского алфавита. Ее. Точно? Ну смотри. А у вас есть предположение? Ладно, давай. Итак, наш ответ буква Ё. Буква Ё. Ё. Ответ принят. Давайте сверимся. Самая молодая буква русского алфавита – это буква Ё. Поздравляю. Так, 1 балл у команды учителей есть. Давайте сравняем счет. Вопрос для школьников. Внимание на экран. На территории какого региона в европейской части России проживает народ, исповедующий буддизм? Я знаю. Ну-ка, даже не посоветовавшись. Да, Это Мы Калмыкия. верим. Ну, вот, Владимир, Полина, вы согласны? Мы доверяем. Доверяете, Это да? все-таки олимпиадник по истории, мы доверяем. Хорошо, Калмыкия, да? Да, Калмыкия. Ответ принят. Давайте сверимся. Народ европейской части России, исповедующий буддизм, это калмыки. Ура! Сравняли счет. Да, сравняли счет. А я вам говорила, что если так получится, что очки будут равными, в этом случае капитаны команд будут вынуждены бросать наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот и, собственно, начинает основную игру первую. А команда учителей кидайте кубик. Давайте. Командир команды. Так. Командир команды Святослав. Команда «Звезда». И 5. Вам нужно 6. Давай. Владимир, Ну, давайте. попробуем. Что поделать? Да. 3, так. к сожалению. не Так, в получилось. итоге получается, что командой красной у нас становится команда «Звезда». Это команда учителей. Присаживайтесь на красный диванчик. Спасибо. А вы садитесь на синий. Синий.
А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Чему равно отношение пути к времени? Не знаю. Без понятия. Расстояние? Отношение пути к времени, расстояние. Геометрический была это любимый предмет. Я лучше чертить любила очень. Скорость – это скорость, да? Отношение пути к времени, скорость. Скорость. Что изобрел Томас Эдисон? Ну это все знают. Телефон, да? Гравитацию. Что свет, энергия, что такое. Эдисон. Лампа. Лампочку. Тоже не знаете. А какой ваш любимый предмет в школе? Его нет. Самая сильная мышца человеческого тела. Не знаю. Ну, нога, наверное. Бедро. Челюсть, да? Бедро. Ноги. Но это совершенно не школьная программа. Язык. Язык. Если не ошибаюсь, язык. Какое государство находится одновременно в двух частях света? Я подсказку вам дам. Европа и Азия. То есть одновременно и там, и там. Евразия. Как-то на К, кажется, нет? Где-то там этот Европа, Азия. Не знаю. Не знаю, кто арабское было. Россия. Россия? Россия. Понимаете, в двух частях света, если брать как Европа и Азия, то это Россия. Вот, но также себя к таким государствам причисляют еще Турция, насколько мне известно. Турция, что ли? Как называется прямая, ограниченная точками? Ну, прямая есть ограничена, потому что из двух точек. Координаты. Пункт А, пункт Б. Надо же, а? Формулировку не могу сказать. Прямая? Отрезок. 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 Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первый, и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать в случае успеха. А я хочу напомнить, что если кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос будут задавать самые младшие эксперты нашей программы. Похожая участь ожидает вас и в том случае, если в конце игры, в конце нашего поля кубик опять же покажет больше, чем у вас осталось ходов. Вам нужно будет выполнить сразу два задания. Первое – это пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. И второе задание – это стоп-кадр. По стоп-кадру вы должны будете угадать, о чем идет речь. Итак, команда красных начинает ход первыми. Дайте кубик. Святослав, Давайте. какую цифру вы хотите? И, я цифру 5. 5. Давайте. 6. Как я и говорила, в этом случае свой вопрос задают младшие эксперты нашей программы. Внимание на экран. По их объяснениям вы должны угадать, о чем идет речь, а вопросы задают ученики первого класса 29-й школы города Якутска. Смотри. Это может в путь ставить и куда угодно, но только надо по-разному покупать. Это такая штука, которая дает приборам жить. Это такая штука, которая вставляется в фонарики, и они работают. Например, когда игрушка не работает, это можно заменить, и она снова начнет работать. Там, может зажать телефон, там бывают такие, Это есть часа, с помощью этого часы работают. Это может закончиться, и это можно поменять. Это такой маленький аккумулятор.
Небольшой элемент питания, который заряжает разные виды приборов. Как умно сказала, прям молодец. Да, ваш Вот вариант? ответ, батарейка. Батарейка? Других вариантов нет? Да, именно он. То есть вы абсолютно уверены? да? Батарейка? Батарейка? Конечно, батарейка. А может быть, что-то другое? Нет? А что еще-то? Ну, здрасте. Не, ну конечно, Да, это батарейка. Так, вы торжественно можете двигать свою красную фишку на 6 ходов вперед. Пожалуйста, как в театре, Так, Святослав. давайте. И раз. Раз. Два. Три. Главное, не упади. Главное не потерять тапочку. Четыре. Пять. 5, И 6. 6. Здорово. Отличный Так. ход садимся. вперед на целый шагов. На 6 шагов. Итак, Владимир, ваш черед. Команда синих. команда Попробуем Марс. Шестерка. Попробуем сравняться с командой учителей и тоже выбрать. Подбросить шестерку, но Ну, это 5. 5. И вы должны рисовать. Прежде чем выполнять задание, вы подходите к нашему столику, выбираете любую карточку, которая вам понравится, и смотрим на желтый фон. На желтом фоне должно быть нарисован карандаш с кисточкой. Своим товарищам карточку не показываем, только мне это нужно будет нарисовать. Время. Так, ребята, уже надо догадываться, угадывать примерно, о чем идет речь. Давайте Какие ваши предположения? Дом. Окно, форточка, 25 секунд. бордюр, круг, чердак. Чердак, да, Полина, это да, чердак. да, абсолютно верно. Речь шла о чердаке. Так, Владимир, можете двигать свою фишку на 5 шагов вперед. Ну, мы подняли бы. Ага. Так, давайте, ваша фишка синего цвета и тоже как в театре, как Святослав. Хорошо. Итак, Двигайте мы свою почти фишку. Раз. догнали уже учителей. 2, 3, И 4, и 5. Ну, дышите в затылок, это здорово. Команда школьников не отстает. И команда учителей, давайте продолжаем игру. Александр бросает кубик. Какую цифру хотите? побольше. Побольше. Опять же, малышей послушать, да? Ну нет, 4. Раз, два, три, 4. И тоже рисовать вам нужно будет. Время. Дом. Нет. Говорите. Скворечник. Скворечник. А нет. Улыбка. Давай, делай. Еще что-нибудь. Кто там? А, часы. Кукушка, часы, кукушка, часовой механизм, часовщик, Этот, какого? Который... циферблат, циферблат. Не-не-не, который... Звонок, это кукушка. Показывать не Ну, надо. маятник. 10 секунд. Маятник. Маятник. Надо полную. Полностью. Маятник. Чук. Маяк. 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 Время. Ладно, ладно. Ну, какой цвет был все время? Часы с маятником. Ну, вы же были рядом. Да, и слово «маятник» вы сказали, но нужно было правильную фразу точно. Так, команда учителей стоит на месте. Давайте, ребята, догоняйте, перегоняйте. Саша кидает кубик. Нет, он не ставит. А, вы же не угадали. Вы не угадали. Да. Все понятно. Так, Саша. И команда школьников, возможно, сейчас вырвется вперед. Не намного. Потому что только один шаг вперед она сделает в случае успеха. Вначале подходите к нам. И что там? У него пантомима. Время. Давайте, Саша. Давай. Показывайте. Бросать, тянуться, показывать, указывать. Футбол, спорт, время, Время, часы, опаздывать, указывать на время. бежать, бег, догонять, перегонки, локоть. Рука, Мурашки. 15 секунд. гонка. Нет. Говорить Мурашки, нельзя. мерить расстояние, Метр, стирать, полметра. 5 секунд. вытрясывать что-то, застрял. Время. Время. Так, и ответ какой был? Дорога налево.
Вот. А как вы А он все время левая вытянул рука. левую руку, да. Ну, вот так вот он понимает эту фразу. Что поделать? Так, команда синих стоит на месте, Анжелика кидает. Так, ну что, все, позолотим ручку, господа. Побольше, побольше. Давай. Два. Нормально, Это, нормально. Раз, это два. центральная клетка нашего поля. Да, вот Музыкальный это вопрос. Музыкальный вопрос. О, замечательно. Присаживайтесь на Мы диванчик, все и отвечаем. свой вопрос задают Да, все отвечаем. артисты Государственной филармонии нашей республики. По аккордам, по фрагменту вы должны угадать, откуда эта музыка. Может быть, даже назовете автора. Ну, Калифорния, да-да-да, это она. Я же говорю. Точно. Ну смотри. И ваш ответ? Калифорния. Та-ра-та-на, Калифорния. Отель Калифорния. А кто играет? Кто был? Подожди. Скорпионс? Подожди, нет, подожди. Калифорния, Не рискуйте, Александр. Подожди, Калифорния, кто пел? Ну ладно, мы ваш ответ в любом случае принимаем. Это отель, да, отель Калифорния. Мой первый медляк, кстати. Иглс. Иглс, да. Но все верно, да. Ребята, Анжелика, вы можете делать 2 шага вперед. Вы Где Анжелика? молодцы. Раз. И 2. Здорово. Хорошее задание, да, ребята, из команды Марс. Хотели бы получить тоже такое же задание? Вам нужно тогда сделать 3 шага, чтобы получить музыкальное задание от артистов Якутской филармонии. Пожалуйста, кидайте мне наш Полина. кубик. Кинемся на большее число. 4. Перемахнулись. Пантомима. Пантомима. Так, Полина, тоже к нам подходите вначале. Выбираем любую карточку. Время. Песочные часы. 8? Нет? Кувшин. Бесконечность, квадрат, обложка, митинг. На самом деле Полина хорошо показывает. Да. 10 секунд. Ребята. Вообще даже ничего в голову не приходит. Герб. 1 время. Так, ну как-то вы заточены были на математику, а правильный ответ какой? Обладатель кубка. Все гораздо Обладатель кубка. проще. Обладатель кубка. Победа, Ну, кубок. на самом деле сложно, да? Да. Фраза такая Сама фраза. непростая, и показать ее... Ну, суть она показала. Но она хорошо показала, вот радуется, вначале показывает, что это кубок. Команда Так, учителей. команда учителей продолжает игру. Святослав, Давайте. заказывайте все. Окей, хорошо. Давай, может быть, фортуна вам улыбнется. Слава. Да. Слава богу, ты Так, и тоже пантомима. Пантомима. Ваш звездный Давайте. час. Время. Нельзя 1. Давай дальше, быстрее показывай, быстрее пишу. Нет. Давай еще, пишу, круг. Ну давай. Пишу, круг, разделся. Стираю машину. Стираю машинка, Стираю стираю машинка, стираю вещи. Центрофуга. Не, ребят, вы что, не договорились, что ли? Одно слово. Вот это значит одно слово. Паша рассердился. Готовы? Так, да. Шаг. Раз.
Скоро наши фишки развалятся, да? Так, команда школьников, команда Марс продолжает игру. Бросайте кубик, Владимир. Ну, больше форы команде учителей мы не дадим. Давай. Мы постараемся. Да. Давай. Ну, пантомима. Пантомима. Зато хорошее Пантомима. задание, пантомима. Время. Слово. Ест что-то. Наелся, очень сильно наелся. Объелся? Наелся. Много еды. Яблоки. Ест яблоки с дерева. Яблоки с дерева. Наелся яблок. Яблоко. Есть. Есть, наедаться. Очень вкусно, наслаждение. Очень вкусно поесть. Вкусные яблоки. Вкусная еда. Поесть вкусно. 10 секунд. Вкусные яблоки, еда. Срок изобилия. Поедание плодов. Вкусные Такое, плоды. возможно, должен быть поедание плодов. Было Ну, какой прям же почти правильный ответ? близко. Аппетитное яблоко. Яблоко Боже. почти аппетитное, Ну слово вот не угадали. слово аппетитное, да, вот как Да, угадали. вот как Ну это рядом сложно было вкусное немного. яблоко, вот Вкусное, Полина, да, почти, вы рядом почти были. было. Так, команда синих стоит на месте, и команда красных продолжает игру. Давай, Александр Третьяков, учитель истории Жатайской школы, бросает кубик. И 6! А это значит, что свой вопрос задают малыши, первоклассники 29-й школы. Вам нужно будет понять, пацаны о тоже чем опять вот так идет вот. речь. Анжелика не видит. Это можно построить из пластилина, это можно построить из бетона, можно построить из палок. Это можно построить из чего угодно. Например, там, из камня можно сделать, из глины, там пластилин есть, там, и всякое прочее есть. Можно сделать из глины или из йода. Это сделано из такого материала. Человек ее делает, из нее делает другого человека. Это то, что можно слепить из глины, потом поставить это в мире, чтобы люди смотрели. Когда из глины делается человек. Это статуя. Так, и ваш вариант? Сейчас 2 секунды Ну, думаем. да? подожди, но если он сказал статуя, им нельзя говорить статуя, то это скульптура. Может, Ну, из бетона делают, или из глины? скульптура, называют это так. Глина. А знаете ли первоклассники слово скульптура? Конечно, они еще много знают. Я вас умоляю. Ну что ж, доверимся Ваш вашим ответ Анжелике. и ваш ответ? Скульптура. Ну, я думаю так. А Потому может что быть- статуя уже была. А может слово. быть, статуя или памятник? Тут нужно угадать Да? точно. Ну, Ну, они же памятник. сказали статуя. Нет. Значит, это уже не может быть. Из чего она сделана, еще не сказали. Там из глины, из пластилина можно сделать. Из чего еще? Памятник. Из Скульптура Памятник или спа- памятник? Нет, ну памятники рассказали наши Нет, коллеги. скульптура там. Значит, скульптура, да. Ну, а если памятник они тоже подсказали, они не имеют права подсказывать. Значит, скульптура. Скульптура. Всё Скульптура. верно. Это уже Скульптура? логика. Александр, вы, по-моему, сомневаетесь, да? Да нет, просто я послушал, из чего делают, но памятники из пластилина, что-то я сомневаюсь. Там просто это первоклассники, у некоторые просто вот к ним приходят до сих пор Ну, ничего зубные страшного, феи, если да? мы проиграем. Ну, И как звуки бы, не все ничего выговариваются. страшного. Пусть ученики нас догоняют. Ну, Да. скульптура нормально, да? Да, пускай скульптура. Все нормально как бы. Скульптура. Ага, Да. хорошо. Но ученики вас уже не догонят, потому что вы абсолютно правы. Молодцы. Вы становитесь победителем сегодняшней игры. Потому что 6 и 6 шагов, и вы уже на финише. 4, 5, 5 и 6. Ура! Победили? Вы победили. Абсолютные чемпионы сегодняшней игры. Игра была стремительная, прям неожиданно, да? Ребята из команды Марс, вы расстроились? Да нет. Нет. Немного есть. Мне кажется, вы даже еще не втянулись Не и успели разогреться, не да. поняли вообще, что делать да, в сегодняшней игре. Что вам больше всего понравилось и что, наоборот, было сложным? Пантомима не понравилось. Ну, поворот налево, да. Это Поворот было налево. Да, на самом деле это обычная неудача или удача, как так получилось, что нам попались такие слова.
Да, может быть, да. да, я согласна, Тут что больше наша вот. игра, она больше игра на удачу. А какое задание больше всего вам запомнилось и, может быть, оно было легким для вас? Наверное, рисование было Рисование. довольно легким. Потому что можно нарисовать, показать. Чердак. Но ребята не угадали. Угадали. Угадали? Да, чердак, наоборот, мы угадали. Ой, пардон, Да. да, вы угадали. Так, а вопросы школьной программы? Давайте об этом поговорим. Это так. Ну, они были как из базовой школьной программы, наверное, были. Но некоторые Ну, вопросы, да. которые ребята в 7 классе еще не проходят. Да, или кто-то не разбирается, может, в каком-то предмете, конечно. Ну ладно. Всякое бывает, да. Хорошо, так, команда «Звезда», но вы сегодня оправдали свое название и не упали вниз. Что вам больше всего понравилось и что, наоборот, может быть, менее понравилось? Что сказать-то? Что-нибудь. Ну, что-нибудь-то. Ну, если честно, я думала, что вопросы будут, пока вот Святослав меня позвал сюда. Я думала, все, я еще смотрела ваши передачи, которые были, какие вопросы. Я думаю, так, все, наверное, мы проиграем уже. Ну, то есть я не знаю как, ну, может быть, правда, удача, что у нас так все совпалось, и вопросы нам попались более такие. То есть мы 2 раза детей, да, как бы угадывали. Детей угадали. Вот. Ну, а так прикольно. И музыка. И вам музыка нам попалась. попалась, да. То есть спасибо, что он все-таки, оказывается, в душе музыкальный. Оказывается. Вот. Ну, как-то прикольно, да? Да. Мне понравилось, да. То есть Пантомима. пантомима тоже, да. Слава молодец, там, показывал что-то. Центрофугу он хорошо показал. да? Центрофугу хорошо показал. что- Кстати говоря, насчет центрофуги, в прошлых играх у нас это слово досталось молодежи. По-моему, там школьники тоже были, и они даже не знали, что это такое вот новое поколение. Возраст. Вы, кстати, знаете, что такое центрофуга? Да, это в стиральной машине. А что она делает? Она так Вращающийся механизм. Или испытание Центрифуга. А для чего? Ну, стиральная машина для того, чтобы быстрее вещи сушились. Скорость быстрее. разгоняет именно Да. по кругу, потому Вот. что это эффективнее Вот. более. Да. Огромное спасибо вам за то, что приняли участие, нашли время, пришли к нам сегодня на программу. Итак, мы победителям сегодняшней игры вручаем электронный сертификат от туристической базы мечтателей, который находится в местности Сатал. Спасибо. Это сертификат электронный. Мы отправим вам на электронную почту или на WhatsApp номер. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся через неделю. Пока! Пока! Вот твоя вот рука, вот прям. Твоя рука на моем лице, да? Ладно.